Эфир нашего телеканала продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С 8 февраля в столице республики проходит трехмесячник санитарной очистки. За этот период запланирован очень большой объем работ по благоустройству и санитарной очистке территорий. О том, что уже сделано, что еще предстоит, мы поговорим с главой Якутска Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну, итоги трехмесячника уже предварительные подводить можно. Расскажите, что сделано, что удалось сделать, ну, может быть, что еще осталось. Да, в этом году мы с 8 февраля начали трехмесячник санитарной очистки города Якутска. Основные мероприятия у нас были направлены на очистку и вывоз снега, очистку и вывоз наледи с инженерных сетей и очистку и вывоз мерзлых бытовых отходов с неблагоустроенного жилого фонда. В целом можно сказать, что по всем этим трем показателям плановые показатели были перевыполнены в среднем на 20%. То есть от плана выполнения 120% было исполнено. Вместе с тем, мы сегодня фиксируем то, что в целом нам необходимо усиляться по этим направлениям. Текущие работы показали те точки, где необходимо усилиться. Нам необходимо усилиться в количестве техники, которая привлекается, и ставится вопрос обновления коммунальной техники для города Якутска. То есть эта задача очевидна в деятельности жилкомсервиса, Якутдорстроя. Для обеспечения чистоты нашего города необходимо вовремя обновлять технику. То есть мы над этим вопросом сейчас займемся. Ну и в том числе нельзя исключать сюрпризов погоды, как это было в апреле, когда аномальные просто снегопады создали множество неудобств для горожан. Расскажите, какая работа была сделана, как удалось справиться? Да, действительно, в этом году у нас погода преподнесла сюрпризы. Но у природы нет плохой погоды. Несмотря на то, что мы в конце апреля получили четырехмесячную норму осадков за 2 выходных дня, удалось, конечно, все это дело справиться. Для сравнения могу сказать то, что за этот год мы вывезли на полигон с октября месяца порядка 590 тысяч кубических метров снега. Для сравнения с прошлым годом мы вывезли где-то в районе 490 тысяч, то есть практически на 100 тысяч больше кубических метров снега. Во многом это связано как раз-таки с аномальными явлениями апреля месяца. Ранее, как мы начали трехмесячник в феврале месяце, мы практически все центральные улицы, тротуары были очищены от снега еще до конца марта месяца. Апрель преподнес сюрприз, но тем не менее мы, я считаю, задачи справились. Конечно, в части моментального очищения были выявлены сложности, которые выразились в нехватке техники и прочее. Вместе с тем мы над этим будем работать. Хорошо, что природа нас проверяет на прочность такими уроками. Будут сделаны определенные выводы, будем заниматься. Ну, естественно, и по щелчку пальца, конечно, ситуацию невозможно исправить никаким образом. По щелчку пальца необходимо реагировать. Реакция коммунальных служб города Якутска была выстроена правильно и верно. В тех мощностях, которые сегодня можно привлечь в городе Якутске, работа была проведена действующим образом. Если не хватает техники в городе, ты ее нигде не возьмешь. Поэтому нужно делать правильный вывод, потому что нужно докупать технику. Не хватает грейдеров, нужно докупать грейдера. Не хватает АСМ, то есть машин, которые откачивают воду заниженных мест, нужно докупать, чтобы было комфортно в городе. Опять же, эти талые воды, как следствие обильных снегопадов, сейчас ведется активная откачка. Какие еще работы производятся в настоящий момент? У нас по сегодняшний день продолжается откачка и пропуск талых вод. У нас сегодня по откачке заниженных мест проведен контрактная процедура, конкурсная процедура выиграл наше предприятие «Жилкомсервис». Сегодня «Жилкомсервис» выпускает ежедневно на линию порядка 10 машин. АСМ по мере необходимости это количество может быть увеличено до 24. Помимо этого у нас территориальный орган управления, то есть управа округа, порядка 13 машин выгоняют по мере необходимости. У нас работают насосы, этого Якутдорстроя 44 насоса, и работаем мотопомпами, которые есть у управляющих компаний и округов.
В целом мы за этот период порядка 75 тысяч кубических метров откачали, вывезли силами АСМ, мотопомп, ну, в таком формате работы. Не за горами ледоход, который уже совсем скоро пройдет в городе Якутске. Какие противопаводковые мероприятия проводятся и какие вообще ожидания? Будет ли подтопление? Ну да, сегодня уже в двух районах идет активно подготовка и пропуску ледохода. Мы не исключение, город Якутск. У нас проведены командно-штабные учения в рамках деятельности МЧС Российской Федерации. Мы сегодня оценили возможные места подтопления, количество людей, которые будут в случае необходимости эвакуированы, определены эвакопункты, определено количество крупного рогатого скота, которое необходимо будет транспортировать, и определены необходимые материально-технические средства, которые в стадии готовности у нас есть. Помимо этого проведена большая работа совместно с правительством республики. Благодаря поддержке Илдархана и председателя правительства у нас выделены деньги в рамках КЧС по берегоукреплению, по проведению превентивных мероприятий в 3 поселках. Это село Старая Табага, Пригородное и Ахатасы. Мы провели работы на протяженности порядка 1 километра 300 метров. Порядка 15 тысяч кубических метров скального грунта завезено, и береговая линия укреплена в наиболее пораженных местах. Как показывает практика, подобные работы нами проводились в 2019 году. Они до сегодняшнего дня сохранились, поэтому будем верить, что это поможет, и помогает по факту. Вместе с тем мы понимаем, что у нас в городе Якутске остается большая проблема, связанная с зонами подтопления. В эту зону подтопления практически попадает около 9 тысяч земельных участков, где у граждан есть обременение в реализации их прав, в том же строительстве жилого дома. И наша основная задача — это помочь нашим гражданам избавиться от этого обременения. Для этого необходимо строить берегозащитные сооружения, а также проводить работы по дноуглублению. Было проведено выездное совещание, объезд с председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко. Мы показали текущие проведенные работы и обсудили возможности дальнейшего выхода из этой ситуации. Будут приняты меры совместно с Ленинским бассейновым управлением. Мы правительством республики по необходимости проведения дноуглубительных работ в акватории города Якутска на реке Лена на постоянном режиме. Для этого необходима закупка земснарядов. Подобные решения были озвучены. Сейчас будем с правительством отрабатывать эти моменты, чтобы обеспечить безопасность и восстановление прав граждан. Еще один больной вопрос — это то, что после распутицы, после весенней, некоторые дороги приходят не в совсем удовлетворительное состояние. Когда ждать ямочного ремонта в этом году? У нас ямочный ремонт в этом году начался еще 3 мая асфальтобетонной смесью. Для сравнения, в прошлом году мы начали эти работы во 2-й декаде мая. То есть в этом году, благодаря раннему запуску асфальтобетонных заводов, мы уже начали получать смесь и проводить ремонтные работы. На текущий момент проведены работы на улице Хабарова, сегодня проводится на Богатырева. Нами составлен план ямочного ремонта, как и в прошлом году, относительно улиц. И мы знаем конкретно каждую выбоину и каждую яму, которую необходимо заделать. Сегодня мы имеем порядка 43 улиц. На этих 43 улиц обозначено порядка 5500 квадратных метров ямочного ремонта, который будет проведен силами нашего предприятия «Якутдорстрой» до июля месяца, до середины июля месяца. Здесь необходимо отметить то, что в принципе у нас из ямочного ремонта мы в этом году не будем затрагивать улицы, которые попадают в национальный проект БКАТ. Поскольку это не имеет смысла, то есть через какое-то время будет сниматься асфальт теми же фрезами для того, чтобы положить новый. Поэтому, безусловно, качество дорог — это один из первых показателей, которые мы чувствуем, выйдя на улицу. Поэтому общими усилиями национального проекта и ямочными ремонтами мы должны привести в должное состояние улично-дорожную сеть города Якутска. Конечно, сейчас есть ряд вопросов, в том числе по текущему состоянию дорог. Еще один вопрос, который волнует без исключения всех горожан, это пыль, которая, если честно, надоела. Какие-то меры будут предприниматься, чтобы в городе стало меньше пыли?
Да, здесь нужно в вопросе пыли различать два основных фактора. Пыль, которую производит человек своей жизнедеятельностью, и пыль, которая есть от природы. Да, у нас в городе Якутске большую часть пыли, которую мы имеем, она имеет собой характер, который производит человек. Да, то есть, если говорить о природных участках, то это открытые участки грунта, которые там, ну, вот, трава не прижилась, у нас лежит земля, ветер подул и пыль полетела. Машина заехала, вытащила на своих колесах. Поэтому здесь по части вот этих вопросов необходимо обеспечить закрытие открытых участков грунта. Это либо асфальтирование, либо озеленение, либо там какие-то иные способы там, покрытия искусственные. Мы для себя здесь определили следующий вариант. У нас в очень тяжелом состоянии находятся дворовые территории города Якутска. Порядка, значит, ну, сотни дворов в городе Якутске просто в ужасном состоянии. И, безусловно, это огромная нагрузка. Да? То есть в среднем асфальтирование одного двора и приведение порядка там, малых архитектурных форм той же детской площадки, это в среднем от 10 до 15 миллионов рублей. Здесь отрадно то, что Айсен Сергеевич Николаев, наш лидер Илдархан, значит, внес предложение по проведению работ по наведению порядка в дворовых территориях. И, значит, нам будут доведены, как было озвучено Илдарханом, 150 миллионов рублей дополнительные, и мы сможем обеспечивать ремонт до 30 дворовых территорий ежегодно. То есть такими силами мы через 3 года наведем большой уровень, ну, на иной уровень благоустроенности в дворовых территориях выйдем. 100 дворов можно сделать за 3 года, порядка 100 дворов. Это уберет часть вопросов с пылью, которая выходит у нас со дворов, где лежит грязь. Второй большой момент, который касается, это вот ту, которую пыль производим мы сами. В первую очередь здесь стоит отметить, значит, те подходы, которые можно быстро исправить, и те, которые требуют решения научного подхода. К быстрым результатам я отношу это требования, которые мы будем выставлять и должны выставлять к строительным площадкам. Сегодня у нас выезд строительной техники со строительных площадок, с бетонных заводов, с асфальтных заводов происходит фактически без обмыва колес. Нету пункта обмыва колес. Мы с этого года, с начала строительного сезона, мной будут даны прямые поручения административной комиссии безжалостно штрафовать строительные площадки и, значит, бетонные заводы, которые не соблюдают этих требований благоустройства. Значит, верю в то, что это даст результат. Второе, значит, что требует решения, это уже наиболее сложный вопрос, связанный с тем, что мы как противогололедный материал используем речной песок. За зимний сезон мы используем 32 тысячи кубических метров песка. Колоссальный объем. Для сравнения, 1 КАМАЗ это около 10 кубов. То есть 3200 КАМАЗов мы за зиму как противогололедный материал, и потом летом мы начинаем этот смет с прибордюрной частью убирать скандиями, автомобилями, ручным способом. Это огромное количество денег, раз, и во-вторых, это источник пыли, в том числе мелкодисперсионной, которая может днями летать в воздухе и является большой проблемой для людей с респираторными заболеваниями. Здесь необходимо обсуждать этот вопрос с научно-техническим сообществом для того, чтобы найти иные способы. Вот мои изучения мне сегодня дают мировую практику, которую я вот вижу, это Финляндия, Германия, где используется гранитная, каменная крошка вместо песка, но она требует сегодня изучения, как это будет сказываться на наших вот эксплуатационной составляющей, насколько это будет дорого, как это будет делаться. Но вместе с тем мы этот вопрос будем ставить на научно-техническом совете при главе города Якутска, и будут озадачены, значит, профильные структуры. Мы будем искать это решение. Планирую встретиться с Институтом мирозлатоведения, поскольку вот, нужно искать какие-то иные варианты. Безусловно, самым простым было бы, как вот по примеру крупных городов, которые стоят в более южной части нашей страны, это использование солей. К сожалению, в наших условиях это нельзя использовать, потому что соль влияет отрицательным образом на вечную мерзлоту. Сегодня мы начнем использовать соль на дорогах, завтра начнут проваливаться дороги, это раз. Но и самое страшное, то, что может влиять на фундаменты наших жилых, ну, и домов, и зданий. Это нельзя делать. Поэтому здесь необходимо в нашем случае, в случае города Якутска, найти какое-то уникальное решение. Мы будем этим заниматься. Ну и в завершении беседы от себя лично и от всех жителей нашего города хочу спросить, когда закончится отопительный сезон?
Для того, чтобы закончился отопительный сезон, необходимо достижение температуры среднесуточной 8 градусов в течение 5 дней. То есть здесь мы не имеем права это делать по нашему субъективному мнению. Здесь сегодня ожидается понижение температуры, связанное с ледоходом. Это исторически сложившееся природное явление, поэтому здесь мы сегодня просим нас отнестись с пониманием. Здесь мы не можем по нашей воле брать и отключать. Но вместе с тем в каждой квартире должен быть кран, который позволяет перекрыть, значит, это отопление. Тут, понимаете, здесь как вот жизнь показывает, поздно начнешь отопительный сезон, все говорят, что холодно, а рано его закончишь, говорят, всегда есть люди, которые по-разному относятся к этому. Вместе с тем, можно закрыть кран у себя дома, но пока температура, которая позволила бы это сделать в рамках существующих регламентов, нет. Евгений Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На том, как проходит трехмесячник санитарной очистки, в столице нам рассказал глава города Евгений Григорьев. Уважаемые зрители, берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.